Вернуть утраченные позиции и освоить новые рынки. Такие задачи перед аграриями поставил глава Чувашии на встрече с хмелеводами. Причем отношение к отрасли необходимо менять кардинально и по всей цепочке. От выращивания черенков до уборки урожая. Какие акценты были расставлены, узнавала наша съемочная группа. В самые кратчайшие сроки площади подхмельники в республике должны увеличиться практически в 10 раз. Олег Николаев поставил цель довести эту цифру до 1000 гектаров. Сейчас задача кажется неподъемной. В Чувашии пока только 6 хозяйств продолжают работать с зеленым золотом. Производители сетуют, за последние 30 лет эта отрасль понесла серьезные потери. В 90-е годы транснациональные компании, пришедшие на российский рынок, основательно подкосили наше производство. В разы уменьшились площади хмельников, фактически была заброшена селекционная работа. Так что сейчас многие хмелеводы, даже занимаясь этой культурой, не всегда могут гарантировать покупателю качество. Последний раз обновляли свой фонд лет 20 назад. За 20 лет хмель одичал. И поэтому какие сорта будут, я не знаю. У меня и Алтай просил, я им сразу предлагаю, привю вам, вроде ранний московский. По органолептическим показателям подходит. А что конкретно? У меня нет паспорта. Свое плечо может подставить аграрный университет. Селекционную работу здесь не прекращали, а сейчас готов выйти на новый уровень. Я считаю, что нужно выходить, на микроклональное размножение, на инвитро, начинать в пробирках выращивать, параллельно запускать маточники. И только потом мы выйдем на питомниководческие хозяйства. Но изначально чистый, оздоровленный посадочный материал. Именно в стенах аграрного университета на базе Центра компетенций намерены создать современную лабораторию. Она станет первой на этапе интенсификации производства хмеля. Но проблемы у хмелеводов не только в селекции и сертификации сортов. Свои сложности есть при посадке, при выращивании и при уборке урожая. Срок окупаемости импортных машин слишком высок, да и нормальное обслуживание в условиях санкций просто становится невозможным. Теперь одна надежда на собственные разработки. Модель одного из хмелеуборочных комбайнов главе Чувашии представили прямо на совещании. Предприятие готово организовать выпуск и первой российской хмелесушилки. Шишка с листьями, все идет дальше. И здесь пневмосепарация. Здесь листья отделяются от шишек. Летом следующего года планируется провести заводские испытания. При успешной апробации оборудование может перейти в серийное производство. На предприятии собираются ежегодно выпускать от 5 до 10 машин. Глава Чувашии отметил, что мы можем не просто возродить хмелеводство, а сделать мощный рывок вперед и занять новые ниши. Ведь только наша республика является, по сути, держателем всех необходимых акций зеленого золота. Сохранен семенной фонд, патенты по отдельным технологическим процессам производства хмеля регистрируются ежегодно. Отрасль живет. Теперь главное убрать мешающие культуре сорняки и удобрить финансово. Масштабы производства хмеля и масштабы нашей деятельности, они, можно сказать, мизерны. Это будет правильно сказано относительно потребностей рынка даже нашей страны. Более 93% хмеля Российской Федерации производится в Чувашской Республике, но это составляет всего лишь около 2% от потребностей Российской Федерации. Как минимум до 20% мы можем расти вообще беспрепятственно, на мой взгляд. А если еще правильно будем занимать нишу и соответствующим образом обеспечивать все составляющие, то, конечно же, есть возможности не только занять нишу Российской Федерации, но и выходить на зарубежные рынки. Тем более там уже мы и сейчас присутствуем. Вопрос стоит только об их масштабировании. Светлана Позднякова, Алексей Яникин, Вадим Владимиров, Вести Чувашия.